Мне очень приятно находиться в Национальной библиотеке. Я сейчас, конечно, реже бываю в этом духовном центре народа, но я вспоминаю первые свои шаги, первые свои знакомства библиотекой и людьми, которые нас, читатели, обслуживали. Вот как-то говорят, что судьба человека, она человека несет по этой жизни. И бывают и ухабы, и ровные места, бывают очень счастливые встречи, какие-то есть позывы судьбы, вот тебя тянет, и ты даже не знаешь еще, вот куда ты идешь точно, но знаешь, что тебя тянет. И вот мне удивительно потянуло библиотеку Ленина. Тогда еще она называлась библиотекой Ленина, хотя я считаю и называю его и сегодня библиотекой Владимира Ильича Ленина. Знаете, я родился в деревне Шудья Завьяловского района. Это прямым путем можно километров 7 только от моей деревни Шудья до города было. Но если идти по нормальной дороге, то там, конечно, подольше. И вот мне показалось, что чтобы мне поступить в институт, нужно мне постепенно набирать знания. Я единственное знал, что мне надо читать больше. У нас в крестьянской семье особо библиотек-то не было. Там были несколько отдельных книг, и на этом, в принципе, заканчивалось хранилище наше, так сказать, книжное. Но я удивлялся тому, что первый выезд в город, именно с целью, чтобы познакомиться с библиотекой Ленина. Но я еще не знал там ни правила, ни какие-то ограничения. Я пришел, мальчишка, я не помню уже в каком классе это было, в классе 8 там или даже в 7 ли. Неважно, но я еще был совсем мальчишкой. И даже более того, я еще говорил-то по-русски не очень хорошо, как, скажем, по-удмуртски. И когда я появился в такой просторной, во-первых, прежде чем зайти еще туда, я с удивлением и с радостью изучал архитектуру. Думаю, какая просторная, какое помещение, какое здание. И меня пустили вовнутрь, и я попросился в читальный зал. Но в читальный зал с трудом меня пустили, но потом мне объяснили, что до такого-то возраста в читальный зал не записывают детей еще. Но тем не менее, это теплое отношение ко мне я использовал, можно сказать, чтобы все-таки приобщиться этой ауре духовности здесь, в библиотеке Ленина. И меня, в общем-то, каким образом это произошло, но все-таки меня записали даже в читальный зал. Я приезжал из деревни Шудья на велосипеде, останавливался там и оставлял велосипед свой недалеко от остановки тракторной, тогда остановка была, сейчас я не помню уже, не знаю точно как, и оставлял велосипед у знакомых, и сам на 11-м маршруте ехал до центра. И этот маршрут
оказался не один и не два раза, а я постоянно стал приезжать в Ижевск или по воскресеньям, или в субботу, чтобы вот какие-то книги смотреть. Там был и открытый фонд, можно было смотреть, в принципе, книги, которые можно было просто свободно смотреть. Ну и большое счастье для меня было то, что в один прекрасный день ко мне подходит очень солидный дядя и как-то с улыбкой ко мне обратился, что-то спросил. Я уже точно не помню, но это оказался Петр Николаевич Глухов, в то время директор этой прославленной библиотеки для Удмуртии. Ну и вот после того знакомства я продолжал, естественно, продолжал приезжать и имел возможность даже заказывать в читальном зале книги. Но когда я познакомился с Петром Николаевичем Глуховым, я еще не придал этому значения, с кем я вообще вот на самом деле познакомился, что это главный человек этого просветительского духовного центра. Но мне повезло еще даже в том, что Петр Николаевич, вот, видимо, наблюдая за мной, он постепенно вот оказал особое доверие и даже показал в фондах, где раздел искусства, где такие толстые книги по искусству были. Раньше издавались очень хорошо эти книги, но их не так много продавали, и не так много появлялись эти книги и в библиотеках. И, конечно, когда меня оставляли в фондах, там, в подвале, там, вот особо там обстановка, я просто с удивлением смотрел вот на эти иллюстрации книг. Кое-что я успевал даже записывать. Одним словом, я не просто, по словам великих людей, уже ученых, которые отзывались, что такое библиотека. Вот в частности, Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что может не быть даже университета, но если библиотека сохраняется, то культура народа сохраняется и развивается. Вот я, конечно, вот эти обобщенные какие-то выводы я еще тогда и не знал, но я оказался на правильном пути на самом деле. Мне очень много вообще-то действительно эта библиотека дала. Тогда ведь не было ни интернета, не было, ни других информационных источников не было. И поэтому библиотека – это единственное место, где хранились книги, в которых в полной форме, в разной форме излагались знания жизни. Мне так было приятно вот осознавать и то, что вот кто вот работал в библиотеке, вот библиотекарши, если это правильно, может быть, я называю, вы знаете, они были очень интеллигентные, они очень приятно, опрятно одетые были. Вот для меня вот действительно, вот может быть, как художник уже тогда воспринимал, но мне вот так было приятно, что все тут было гармонично. И красивые одетые сотрудники, и чистое помещение, особая среда и атмосфера была в читальном зале. Тихо было. И вот я еще даже помню над аркой, где вот откуда выносили заказанные книги, висела картина Чистякова. Это очень хороший художник,
ну, его уже сейчас нету, его сын преподает в художественной школе сейчас, вот, но вот его я в то время, конечно, не знал, я увидел только его картину. И помню, эта картина, по-моему, называлась, вернее, мотив был «Осенний». Очень хорошо, реалистически написанная картина. И вот тогда я даже понял, что, в принципе, вот в этом здании не может быть не гармоничных вообще явлений. И даже вот эта картина, она как-то, вот даже если и не знал еще много об искусстве, об изобразительном искусстве, не было у меня еще тогда понятия как о колорите, скажем, о композиции, и не было, может быть, даже и понятия, что пошло, что прекрасно. Но вот в библиотеке я это действительно, вот потом уже прошло время, я уже начинал рассуждать, что я видел там и как я воспринимал. И на самом деле все, что я видел там, все было это замечательно, все прекрасно. Конечно, сейчас вот рассказываешь это в интервью, вот не только вот сейчас, находясь в библиотеке, вот люди удивляются, что вот как бы невероятно это, что мальчишка из деревни на велосипеде приезжает и ищет, как бы записаться в библиотеку. Но на самом деле, вероятно, такие случаи могут быть. И я, например, действительно сам считаю, что библиотека – это такое сокровище, это такое место, где можно действительно заряжаться. И как вот один английский писатель говорил, что книги, читай ежедневно, хорошие книги, у человека постепенно исчезает грубость, как на огне вот исчезает, ну, какой-то плавленый материал. И человек становится добрее, гармоничнее, и даже он становится более спокойным и видит мир совсем другими глазами. Вот я вспоминаю свои поездки по зарубежным странам, но в частности вот в Америке меня удивило, я как вот здесь рассказываю, что мне нравится бывать в библиотеках. Я, естественно, бываю в библиотеках и за рубежом. И вот в Бостоне я был в Америке. В основной большой библиотеке я был. И удивился двум вещам. Вот, во-первых, у них очень большие свободные фонды, открытые фонды. И люди, когда заходят туда, с рюкзаками, даже там на велосипеде приезжают, ну, велосипед оставляют, а вот независимо от формы одежды, они свободно проходят и рассматривают, и с детьми они приходят, смотрят вот эти книги разные по разным дисциплинам, из разных областей. И второе, мне очень удивило, что вся библиотека была развешана картинами. И мне показалось, что там временно, может быть, это в библиотеке выставка художников американских, скажем, французских, ну, разных художников. Я начал изучать и интересовался, что это временно. Нет, говорит, это у нас постоянные фонды, постоянные картины, которые висят, украшают стены библиотеки. Но меня что удивило, что эти картины были очень качественно сделаны. Они, похоже, были просто сняты из Национальной библиотеки Нью-Йорка, там, Вашингтона. Вот. Они очень, все были реалистичные картины, реалистичные. И меня удивило, что ни одной картины нет авангарда. Удивило меня вообще. Вот я пытался найти место где-то, потому что там закутки из библиотеки тоже, да, но все были картины
вот такие очень добротные, реалистические картины. И вот у меня даже мысль такая закралась в голову, что американцы, они для собственного потребителя, они питают, дают другую пищу, более качественную, и которая возвышает человека. Это правда удивительно, потому что там же могла быть какая-то картина, которая может, наоборот, вызвать какое-то психическое расстройство человека. Но там были и портреты, и натюрморты, и пейзажи, они все в возвышенном духе сделаны, которые как бы воспевают красоту, которую создал наш Бог. Иногда у нас не стыкуется, вот скажем, чересчур увлекаемся авангардным творчеством. И, к сожалению, сейчас мало пропагандируется наша классика, русская классика. Я удивился, что в Лувре ни одной картины нет русского художника. В Лувре, где сосредоточены вообще картины всего мира. Там всего несколько икон. И также нет, это во Франции, также в Англии, в Лондонском национальной галерее, там вообще нет ни иконы и нет и картин. Поэтому мне кажется, что западный мир еще наше искусство и культуру мало знает. И вот я встречаюсь, например, и в частности и в Америке, люди мне позировали, американцы, с удовольствием. Даже некоторые с удовольствием могли желать и приобрести даже свои портреты. И они очень искренне как бы относятся, и как дети вообще с восторгом воспринимали мои рисунки. Поэтому мир очень разнообразный. И торопиться вот делать выводы какие, вот, я думаю, не надо. Надо больше, больше пытаться изучить ту или другую область нашей действительности, чтобы сделать какие-то особые выводы. И даже вот также я удивлялся в книжных магазинах, вот где Россия написано, Россия, и там несколько буквально книг стоят. Ну вот, слава богу, Пушкина я видел воспоминания о Сталине там, еще кое-какие издания. Я просто удивлялся, что, значит, по этим, если книгам только судить вот о нашей многонациональной стране, это, я думаю, не совсем справедливо и объективно. Я с удовольствием приглашаю всех людей, которые интересуются гуманитарным или любым другим видом или областью нашей жизни. Библиотека всегда вас оградит от тоски, от грусти. Она всегда обогатит вашу душу и ваше сознание.